Здравствуйте, в эфире новости экономики, в студии Евгений Боженко. Якутск обладает перспективами развития города, комфортного для проживания. Об этом сказал в Рио главы Якутии Айсен Николаев во время открытия международной конференции «Города и люди». Ключевым смыслом работы конференции является развитие городов, комфортных для проживания, высокотехнологичных и отвечающих всем требованиям современного мира. Я рад, что именно в Якутске проходит третья международная конференция, ведь у нашего города есть перспективы развития, несмотря на суровые климатические условия, сказал Николаев. Мероприятие, ставшее уже традиционным, собрало представителей 17 стран и 12 регионов России, ведущих экспертов в различных областях и участников из органов государственной власти и общественных организаций. Пенсии в 2019 году будут проиндексированы на 7%. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на заседании Государственной Думы. Он отметил, что таким образом в среднем по стране выплаты вырастут на 1000 рублей, что существенно превышает инфляцию. Наша задача в следующем году – увеличить ежемесячную пенсию в среднем на 1000 рублей. Безусловно, это существенный рост. Это рост выше инфляции, как и поручал президент в своих посланиях и в своем указе. Силуанов напомнил, что обычно пенсии индексируются на уровне инфляции предыдущего года. Так, в нынешнем году инфляция прогнозируется в размере около 3%, а в 2019 на уровне 4–4,5%. Минфин России не планирует менять действующие минимальные розничные цены на алкоголь, сообщило финансовое ведомство. Планируется внести лишь технические изменения в приказ Минфина, которые не окажут влияния на сами цены. Ранее газета «Известия» со ссылкой на документы Росалкогольрегулирования написала, что Минфин в 2018 году планирует повысить минимальные розничные цены на водку, коньяк и шампанское, а также установить минимальные цены на тихие вина и винные напитки. Решение о введении минимальной розничной цены на вина не принято. Минфин считает, что минимальную цену стоит вводить, когда есть консенсус в отрасли о необходимости этого шага. Сейчас на этот счет высказываются разные мнения, соответственно, введение минимальной розничной цены на вина требует дальнейшего обсуждения с участниками этого рынка, отмечают в Минфине. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Государственную Думу законопроектов о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли. Об этом говорится на сайте правительства. Документы предполагают внесение изменений в закон о таможенном тарифе и налоговый кодекс. Суть проекта в том, чтобы с января 2019 года постепенно снижать экспортные пошлины на нефть с 30% до нуля к 2024 году. Выпадающие доходы федерального бюджета планируется компенсировать с помощью увеличения налога на добычу полезных ископаемых. Дополнительные доходы бюджета от маневра оцениваются примерно в 1,5 триллиона рублей за 6 лет. Специалисты Якутскэнерго за 5 месяцев этого года выявили 1252 факта неучтенного потребления электрической энергии. Суммарный ущерб оценивается в 47 миллионов 900 тысяч рублей, сообщает пресс-служба компании. Наибольшее число нарушений происходит в бытовом секторе. С января по май специалисты составили 1003 акта о несанкционированном потреблении электрической энергии жителями республики. Из них 634 приходится на Якутск и центральные районы республики. Общая сумма начислений по актам составила 16 миллионов 800 тысяч рублей. В предприятиях и организациях допущено 249 нарушений потребления электроэнергии. Общая сумма начислений по ним составила около 25 миллионов рублей. Представители акционерного общества «Железной дороги Якутии» приняли участие в защите дипломных проектов выпускников транспортного техникума в поселке Нижний Бестях. Дипломные работы защищали 62 студента. Из них 42 – будущие машинисты тепловозов, слесари, ремонтники, дежурные по станции, монтеры пути, вагонники. Защита проходила в открытом режиме. Компания «Железной дороги Якутии» тесно сотрудничает с транспортным техникумом с момента основания и в этом году примет на работу специалистов уже 5-го выпуска этого профессионального учебного заведения. Удвоить свой штат за счет привлечения местных специалистов и специалистов из других российских регионов к концу 2021 года. Такими планами поделилась компания «Колмар». Новые работники нужны для обеспечения работы 6-миллионной обогатительной фабрики полного цикла «Денисовская» в Нерюнгринском районе, а также обеспечения кадрами планирующихся к открытию новой фабрики и шахты. Это означает, что штат компании практически удвоится. В компании действует собственная программа мотивации, в частности, работникам и их семьям оплачиваются путевки для отдыха по России, компенсируются северные надбавки с первого дня работы в размере 80%, организованы спортивные секции, ведется работа по профориентации и повышению квалификации. Минвостокразвитие России подготовила программу российско-китайского сотрудничества на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе. Ее планируется подписать в присутствии глав России и Китая, сообщил новый глава министерства Александр Козлов. В
подготовленной Министерством программе сотрудничества зафиксированы цели по торговле и инвестициям с четкой ответственностью и сроками по каждому направлению. Подписание данного документа планируется в присутствии глав России и Китайской Народной Республики, сказал министр. С 24 июня вступают в силу новые требования для банков. Теперь они будут предупреждать заемщиков о рисках валютных кредитов и рисках ипотечных кредитов. Кроме того, банки расширят перечень общей информации о розничном кредитном договоре, оформленном через интернет. Кредитор также будет обязан указать дату, начиная с которой начисляются проценты, или порядок определения такой даты. Полная стоимость кредита будет определяться как в годовых процентах, так и в денежном выражении. Поправки предусматривают требования к размещению этой информации в договоре. Так, полная стоимость кредита размещается в квадратных рамках в правом верхнем углу первой страницы кредитного договора перед таблицей с индивидуальными условиями. Средние цены на нефть за 5 месяцев 2018 года оказались выше, чем в прошлом году, сказал министр энергетики России Александр Новак. На рынке сложилась приемлемая ценовая конъюнктура. Рынок видит успехи наших усилий по сокращению объемов запасов и реагирует на это. Средние цены за 5 месяцев этого года составили на 28% выше, чем в прошлом году. Инвестиции возвращаются в сектор. Они выросли в 2017 году на 6%, и в этом году рост продолжается, сказал министр, выступая на открытии заседания Министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Доля новых кредитов, направленных на погашение взятых ранее, в первом квартале 2018 года достигла в России 53,9%. Из расчетов Объединенного кредитного бюро следует, что по сравнению с началом кризиса показатель достиг рекордного значения. По словам экспертов, за счет рефинансирования заемщики снижают свою долговую нагрузку, а банки оздоравливают кредитные портфели. По словам экспертов, сейчас наступили благоприятные условия для рефинансирования. Можно уменьшить ставку по кредиту на несколько процентных пунктов. Эта тенденция оздоравливает кредитные портфели банков и сектор в целом. Ведь чем меньше рисков в системе, тем более дешевыми становятся займы. На этом все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.